Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Сегодня на уроке мы перейдем к изучению следующей оболочки Земли. Чтобы определить, что это за оболочка, прошу внимания на экран. Дождик золотой, летучая водица, цветок и травка могут мной умыться и напиться. Цветок и травка могут мной умыться и напиться. Эй, кто там ко мне стучится? Кто злого волка не боится? Меня к себе зовут, капай, капай, дождик, капай, капай, дождик, капитошка, 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 это я. Вокруг мои друзья, и песенка моя звучит, как звонкий ручей. Тема урока — гидросфера, части Мирового океана. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое гидросфера и каков мировой круговорот воды в природе, а также узнаем, что входит в понятие Мировой океан и каковы его части. Из предыдущих уроков нам стало понятно, что у нас под ногами твердая и надежная литосфера. Теперь можно продолжить изучение следующей оболочки — гидросферы. Гидросфера — водная оболочка Земли. Гидросфера образована всеми видами природных вод, независимо от их состояния — жидкого, твердого, газообразного. Если мы находимся на равнине, расположенной в центре материка, то очень трудно представить, что большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой. Ведь перед нашими глазами в основном находятся реки и озера. Большая часть воды сосредоточена в Мировом океане. Проще говоря, почти 97% всех вод планеты составляют соленые воды морей и океанов. Оставшаяся вода поровну распределяется между подземными водами, находящимися в земной коре, и ледниками Антарктиды, Гренландии, некоторых островов Северного Ледовитого океана и высочайших гор. На долю воды в реках и озерах, которые называют поверхностными водами суши, приходится ничтожная часть объема гидросферы. Большая часть воды сосредоточена в Мировом океане. Гидросфера — сплошная оболочка, то есть нет на Земле места, где полностью отсутствовала бы вода. Кто-то спросит: а в пустыне? Там же нет воды. Есть, ребята. Во-первых, это водяной пар. Воздух пустыни сухой, но какое-то количество водяного пара в нем есть обязательно. А во-вторых, даже в самой безводной пустыне можно найти подземные воды. Вторым свойством водной оболочки является единство всех вод, образующих гидросферу, что связывает подземные воды с горными ледниками, а южные моря с северными реками — круговорот воды. Именно в процессе круговорота разные виды вод, входящих в состав гидросферы, постоянно взаимодействуют между собой. Давайте вспомним, как же происходит круговорот воды в природе. С поверхности водоемов испаряется вода. Соленые воды Мирового океана, как и пресные воды рек и озер, превращаются в водяной пар, который образует облака. Облака переносятся на сотни и тысячи километров.
Рано или поздно из них выпадают осадки в виде дождя и снега. Часть выпавших осадков просачивается в почву и становится частью подземных вод, а другая часть стекает в реки. Талые воды, образующиеся при таянии снега или горных ледников, также частично просачиваются и поступают в состав подземных вод, а частично попадают в реки. Реки возвращают воду в озера, в моря и океаны, а с поверхности этих водоемов вновь происходит испарение воды. В результате все части гидросферы оказываются связаны. Кстати, испаряется только вода, содержащаяся в морской воде соль, остается в океане. Поэтому водяной пар и облака состоят из пресной воды. Вывод. Отдельные части гидросферы связаны в единую оболочку процессом круговорота воды. Основными его элементами являются испарение воды, перенос водяного пара ветром, выпадение осадков, речной сток. Роль воды в жизни нашей планеты, отдельных компонентов природы, каждого живого существа огромна. Она входит в состав всех организмов. Вода — основа жизни. Богатство и разнообразие природы напрямую зависит от наличия воды. Из-за отсутствия воды, пригодной для питья, так скуден животный мир пустынь. Поэтому так трудно живется людям. Именно там. Нам сложно представить нашу голубую планету без водной оболочки. Без воды на ней не было бы жизни, в том числе и человека. Общий объем воды на Земле составляет 1 миллиард 390 миллионов кубических километров. Подавляющая часть воды на Земле сконцентрирована в Мировом океане. На его долю приходится 96% объема вод гидросферы. На воды суши приходится только 4% воды гидросферы. Это подземные воды, воды ледников, рек, озер, болот. Для своих нужд человечество использует преимущественно пресную воду, составляющую 2,5% объема гидросферы. Если исключить малодоступные для использования воды полярных и горных ледников, а также подземные воды, доля пресных вод, удобных для хозяйственного и бытового использования, составит всего 0,6% объема гидросферы. Мировой океан — это самый большой водоем нашей планеты. Он покрывает 3/4 поверхности Земли. Его площадь — 361 миллион квадратных километров. Если бы мировой океан покрывал поверхность всей нашей планеты, то выделять в нем отдельные части было бы невозможно. Однако на Земле среди вод Мирового океана есть суша, материки и острова. И они делят Мировой океан на отдельные океаны и моря. Деление — это, конечно, условное. Что означает условное? А вы вспомните про условные линии на карте, меридианы и параллели. На самом ли деле они существуют на поверхности Земли? Конечно, нет. Так и границы в Мировом океане. Люди просто договорились условно делить Мировой океан на отдельные океаны. Хотя всем понятно, что вода в океанах одна и та же. Помните романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта»? Потерпевшие кораблекрушение моряки бросили в воду бутылку с письмом, в котором сообщали свои координаты, а другие моряки ее выловили, причем бросили ее в Тихом океане, а обнаружили в Атлантическом. Чаще всего Мировой океан делят на 4 отдельных океана: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океан. Кто-то обратил внимание на слова «чаще всего», а реже всего как его делят. По мнению некоторых ученых, есть еще один океан — Южный или Южный Ледовитый, который окружает Антарктиду. Это очень спорный вопрос. Специалисты еще не решили окончательно, нужно ли его выделять. Поэтому пока они спорят,
мы поговорим только о 4 океанах. Они точно существуют. Самый большой океан — Тихий. По площади он равен всем остальным океанам вместе взятым. Его площадь около 180 миллионов квадратных километров. Океан достаточно протяжен как с севера на юг, так и с запада на восток. В самом широком месте он имеет протяженность 17 тысяч километров, а от Берингового пролива до Антарктиды 15 тысяч километров. Он один занимает почти половину поверхности нашей планеты. Тихий океан не только самый большой, но и самый глубокий. Именно в нем находится самая глубокая впадина — Марианская. Ее глубина составляет 11 022 метра. Атлантический океан второй по размерам. Он в 2 раза меньше Тихого океана. Но главная его отличительная черта заключается не в этом. Это самый вытянутый, можно сказать, самый узкий океан. Самое узкое место в Атлантическом океане расположено в экваториальных широтах, и там он имеет протяженность 2830 километров. Его длина превышает ширину в несколько раз. Третий по размерам — Индийский. Он намного меньше Атлантического, но на его площади свободно поместятся 3 материка — Северная и Южная Америки и Африка. Тихий и Атлантический океаны разделяются экватором почти пополам, а Индийский необычен тем, что почти целиком лежит в южном полушарии. И, наконец, самый маленький, самый мелкий из всех океанов — Северный Ледовитый океан. Он по площади в 14 раз меньше Тихого и находится у Северного полюса нашей планеты. Только не нужно к нему относиться пренебрежительно. Это суровый и могучий океан. А то, что он мелкий, так это по сравнению с другими океанами. А так глубина у него вполне заслуживает уважения. Почти 3 километра. Границами между океанами являются материки и острова. А там, где суши нет, на картах в качестве границ проводят условные линии. В океане расположены огромные участки суши, материки и сравнительно небольшие участки суши, острова. Материков 6. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Самый крупный остров — Гренландия. Например, в несколько раз, почти в 3 с лишним раза меньше самого маленького по площади материка — Австралия. Расположена Гренландия между Америкой и Европой. Остров — это часть суши, со всех сторон окруженная водой. Острова по происхождению делятся на материковые, вулканические и коралловые. Материковые острова, самые крупные, располагаются на подводной окраине материков. Материковые — это части материка, которые отделились вследствие движения земной коры. К крупным островам можно отнести Мадагаскар, Новая Зеландия, Калимантан, Новая Гвинея и другие. Вулканические — это результат извержения подводных вулканов. Они обычно образуют цепочку островов в океане. Например, Гавайские острова, Курильские острова. Коралловые острова располагаются в районах, где воды океана хорошо прогреваются и менее соленые. Например,
Маршалловы острова, Каролинские острова, Марианские острова. Группу островов, расположенных близко друг к другу, называют архипелагом. Например, архипелаг Филиппинских островов в Тихом океане, Японские острова или Канадский арктический архипелаг. Части суши, далеко вдающиеся в океан, называют полуостровом. Полуостров есть на каждом материке. Например, полуостров Индостан, Аравийский, Лабрадор. Полуострова являются частями материков. В пределах каждого океана существуют моря и заливы. Море — это часть океана, отделенная от океана островами или полуостровами и отличающаяся от океанов свойствами воды, например, температурой и соленостью, и особенностями животного и растительного мира. Берингово море, Аравийское море, Карибское море. В зависимости от положения по отношению к материкам моря бывают внутренние и окраинные. Внутренними называются моря почти со всех сторон, окруженные сушей. Например, найдем на карте Средиземное море, Черное море, Красное море. Сразу понятно, какие моря называют внутренними. Моря, находящиеся у краев материков, называют окраинными. Например, Аравийское море или Чукотское море. Самым необычным морем Мирового океана является Саргассово море. Саргассово море — это район Атлантики, где в большом количестве растут особые саргассовые водоросли, которые могут жить, не прикрепляясь ко дну. Оно находится в Атлантическом океане, и у него совсем нет берегов. Залив — это вдающаяся в сушу часть океана или моря, имеющая с ним свободный водообмен. Например, Мексиканский залив, Бенгальский залив. Части Мирового океана соединяются между собой проливами. Пролив — сравнительно небольшое водное пространство, ограниченное с двух сторон берегами материков или островов. Самый широкий пролив на Земле — пролив Дрейка, соединяющий Тихий и Атлантический океаны. Его ширина около 1000 километров. Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном, в самом узком месте не шире 14 километров. Влияние Мирового океана на природу нашей планеты огромно. Испарение воды с поверхности океана — главный источник водяного пара, поступающего в атмосферу. С водяным паром связаны атмосферные осадки, которые делают климат материков влажным и благоприятным для обитания. Именно поэтому больше всего людей живет на побережье морей и океанов. В центре материков чаще расположены засушливые районы и даже пустыни. Ребята, а теперь настало время перейти к закреплению темы, пройденной на уроке. Попробуйте отгадать несколько загадок. Вот раздолье теплоходу, можно здесь прибавить ходу, ни плотин, ни огоньков, водоем без берегов. Правильный ответ — море. Он ведет из моря в море. Он не широк, всего верста. И в нем, как в школьном коридоре, и шум, и звон, и теснота. Правильный ответ — пролив. Суши — маленький кусочек, но бывает иногда он большим и даже очень, а вокруг всегда вода. Правильный ответ — остров.
Рядом острова, не один, да и не два, а десятки, сотни сотен, жить в соседстве им охотней. Все родные, как-никак, значит здесь архипелаг. Ребята, посмотрите на карту, определите название материков под цифрами. Итак, под цифрой 1 Евразия, цифра 2 Антарктида, цифра 3 Северная Америка, 4 Австралия, 5 Африка, 6 Южная Америка. Определите под цифрами названия океанов. Под цифрой 1 Индийский океан, 2 Атлантический океан, 3 Северный Ледовитый океан, 4 Тихий океан. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 1? Правильный ответ – остров Гренландия. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 2? Правильный ответ – остров Мадагаскар. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 3? Правильный ответ – Новая Гвинея. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 4? Правильный ответ – Средиземное море. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 5? Канадский арктический архипелаг. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 6? Пролив Дрейка. Какой географический объект обозначен на карте под цифрой 7? Правильный ответ – полуостров Индостан. На этом наш урок подошел к концу. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы при подготовке к уроку. Спасибо за внимание. До свидания.